Ну вот, ребят, прибыли мы на месте. Сегодня остановился чуть в стороне, там что-то и вообще снегом придавило. Там не встать. Надо отметить воду. Блин, бывает, знаете, за сутки может метр воды упасть. Таежная река она такая. Быстро поднимается, быстро уходит. И один раз тоже, блин, пошел к реке, а лодка у меня вот так стоит. Чуть-чуть не черпнул мотор, блин. В воду, короче, чуть-чуть не нырнул. Ладно, сейчас я налегке схожу до избы. Ну, потихоньку буду перетаскивать вещи. Там рюкзак, ведро. Ну, еще остальное. Пила, бензопила, топор, гвоздидерный, в общем. Много чего там. Река, конечно, большая. Вот здесь вот, смотрите, берег ушел с деревьями полностью. Вот. Где-то метра 4, наверное. Хуп. И сюда. Вот это все рано или поздно вот эти деревья поперек станут реки. Опять же затор получится. Вот столько у меня опилок сегодня. И когда обратно буду ехать, вдвойне придется больше пилить. А в следующий раз, если подниматься, там вода упадет, там вообще гибель. Много затора в этом году. Смотрите, озеро еще во льду, а в лесу уже снега нету. В руках гвоздидер. Сегодня он понадобится. Купил новый гвоздидер. Еще не пользовался. Налегке. Топор, рюкзак взял. Чай попить. С термоса надо. Фу. Жарко. Тепло одет сегодня я. Вот уланчик потерял меня. Он уже все разведал. Сходил до избы. Со стороны избы уже идет. Слышите, как птицы поют. Весело тут весной. Вот изба. Вторая изба, ребят. Дошли. Чолом здоровка. Ледь не шотчины. Чолом здорово. Ну, вот такой бардак у нас тут. С весны. С весны, зимы. Все хорошо. Все стоит на месте. Чего здорово. Ну вот, ребят. Чистота, порядок. Запах мышей только чувствуется. Но и мышеловка. Ну там пустая, наживки не было вроде. Не сработала. А, смотрите, как скосилась. Все опять. Столик. Видите, как все это. Ледник, там подполье, ледник сейчас. И он приподнимает все. Ужас, что творится, блин. Летом все спустится на свое место. Вот такие дела. Надо раздеться, жарко. Так, давайте пробежимся вокруг избы. Тут дров дофига.
Короче, после меня еще тут дрова заготовили. Васька оставался, может, он заготовил. Вот это все, конечно же, я спилю. Но на 50% они гнилые. И буду складывать вот сюда запас. Вот под навесом. Потом сегодня обязательно я буду стелить крышу новым рубероидом. Это первая из задач сегодняшних. И еще вторую крышу надо тоже поменять, как сказать, ну, рубероид постелить. Это на бане. И лодку покрасить. Как бы я рано выехал из дома. Время моря, вагон еще. Ну и бревна, ребят. Вот самое сложное вот тут для Олега. Это замена венцов. Не знаю, что получится, конечно. Но будем думать, смотреть, пробовать. Да, вот это уже бревно тоже вот скобой я там этот забил скобы, а вот то бревно надо тоже поменять. Ужас. Короче, не знаю, что-то у меня получится, нет, в одиночку. Вон то нижнее бревно тоже надо поменять. Капец, ребята. Ой, не знаю. Страшно смотреть даже, блин. Так, ладно. Сегодня об этом не надо мне пока думать. Без этого на сегодня работа есть. Да, и тут тоже все еще сырое. Как бы сырость. Вряд ли что получится домкратом поднимать. Так, это я ставила как... Ну, понятно. Вот зато бревно я... Все понятно. Ладно, сейчас попью чай с термосом. И в первую очередь схожу лодку покрасить. Тут опилки убрать, все это дело. Глаза боятся, но руки делают. Глаза боятся, руки делают. Что-то будем придумывать. Уже комарья залетела в избу, как воробей. Даже 2 или 3 комара. Пьют с термоса, вон, смотрите, 3, 4. Между прочим, комарья уже все проснулись. Хорошо, что антикомарин я взял. Думаю, уже пригодится. Вроде и прохладно еще, как бы лед на озере, а комары уже летают. Сейчас время 9 часов 47 минуты. Я очень рано выехал. И у нас целый день еще впереди. Сейчас пока в данный момент пью кофе с термоса. Может, завтрак сперва приготовить, успокоиться надо. Мне хочется сразу уже что-то делать, но на пустой желудок тоже мало что получится. Думаю, ребят, я сейчас затоплю печку и на печи пожарю яичницу, позавтракаю нормально, с хлебом, чай попью и все остальное. И уже начну что-то делать. Иначе удачи не видать. Пускай я час-два потеряю, но уже нормально так. С сытым желудком уже пойду к лодке. Обязательно покрасить надо, обязательно. Краску взял, эмаль, кисточку тоже. Все откладываю, скажем, весной думаю, да, осенью там помажу, там, осенью нет, весной. И каждый год так откладываю. Процесс гниения все равно лодки идет. И в скором будущем тоже, может, придется мне сюда сделать новую лодку. Пока так. Посмотрю. Косметический ремонт
С наружной стороны тоже покрашу и все. Сейчас пока пью чай, этот кофе. Мухи, эти комары и все тут летает уже.
tajwacan. Ah. Mila tajwacan. Kamera включенная дай. Тут он течет. Давай. Сходил за водой. На озере уровень воды совсем минимальный. Как будто, ну, блин, похоже на прошлогодний осенний уровень. Мало воды, одним словом. На реке еще более-менее, а здесь вроде даже и не заливало весной, весенней половодья и не было. Так, ладно. Я приготовил уже сковороду. Буду жарить яичницу. На скорую руку приготовлю завтрак. Привез тут у меня получается средство для мытья посуды. Привез тоже. Так, где же у меня растительное масло? Свежее растительное масло привез. Как бы на Буране приезжал, там смотрю, срок годности уже истек. Так что не будем рисковать, лучше уже свежее. Это мне сейчас хватит на весну и на осень еще останется. Вот. Сразу надо вдохнуть. Яичницу сразу приготовлю. Нагрелась изба очень быстро. Очень-очень быстро. Печка огонь. Не могу нарадоваться этой печи. Просто не могу нарадоваться. В комментариях война идет насчет кирпичной печки и буржуйки. Но, ребят, молодой был, глупый был. Давно бы я уже буржуйку поставил и радовался, как сейчас. Так, 5, наверное, хватит, в принципе. Так, ну, посолим еще немножко и все. Церемониться не встанем. Ждать, когда нагреется сковорода, все это дело. Быстро-быстро все приготовится. На буржуйке все это сделаем. Так, и еще крышка нужна. Крышкой закрою. Еще. Ну и по традиции, ребят, по традиции, распаковка таежная. Что я взял? Полезную еду взял. Не знаю, варить стану, не стану, но кашу взял. Овсяную, хлопья. Быстро там горячей водой, горячим молоком замутить и все. Тут майонез, масло с кашей. Здесь получается супы. Лук. 2 штуки. В прошлый раз говорил, что привезу приправы, лист лавровый, ну и перец еще ну, цельный перец, одним словом, в горошках перец, ручку привез и еще сникерс, конфеты. Тут, короче, овсянка для Тулана. Я уже воду поставил, я ему тоже кашу приготовлю. Здесь молоко, вон оно молоко с овсянкой. Красная шапка. В комментариях писали, чтобы я возил с собой эти влажные салфетки. Ну, взял. Пригодится, не пригодится. Взял.
Вот. Оружие для комаров. Вот это пригодится, возможно, тоже. Хлеб. Сейчас тоже уже достану. Тут тоже антикомарины. Вот такие спирали. Так. Пакеты разовые, вот такие рулоны пакет. Постоянно. Вот в избах мусорный пакет, скажем, 20 литров, 30 литров, 100 литров тоже нужен. Ну и такой маленький пакет, он тоже необходим. Бывает, ты когда в тайгу выходишь, там кусочек хлеба надо взять, колбасу, все это дело в рюкзак. И вот этот пакет поставил. Это нужно. Я здесь оставлю. Так, консервы самодельные, свинина. О, свинина и светофора мясо. Ну и еще вот такие консервы, мясо цыпленка. Тут еще клей, лекарства. И этот, картошка. Еще буханка хлеба тут. Вот тут еще буханка хлеба. Все, больше ничего нету. Я больше ничего не привез. Ну, думаю, это вполне достаточно хватит. Еще вот этот нож. У меня весь в крови еще. С весенней охоты. Охота до сих пор еще открыта. Как бы до 21 числа на Вальшнепе еще можно охотиться. Но я ружье не взял. Хочу. Тут еще газ. Плита. Вроде все показал, ребят. Это пока тут дым. На улицу вынесу. Там прохладнее, как-никак. Уже зажурчал. Сейчас яичница будет готова.